Добрый вечер, дорогие друзья! Мы приветствуем всех гостей, присутствующих в этой праздничной студии, а также всех телезрителей, кто сейчас находится у экрана телевизора. Сегодня, в этот особенный праздничный день, мы собрались чествовать лучших из лучших лауреатов года, активистов, спортсменов, общественников Якутской региональной республиканской организации, Общероссийской общественной организации, Всероссийское общество инвалидов. Традиция заботы о ближних с особенными потребностями берет начало с глубокой древности. Забота об инвалидах – это основной признак человечности общества. Насколько трепетно мы, люди, относимся к человеку с инвалидностью, настолько высоко можно оценить уровень развития общества в целом. Рожденные побеждать. Именно так мы назвали это радостное событие, потому что наши герои торжества победили и побеждают каждый день. И это победа над собой, над коварной болезнью, над нелегкими вызовами судьбы. Приветственное слово предоставляется председателю Якутской республиканской региональной организации, Общероссийской общественной организации, Всероссийское общество инвалидов Ирине Васильевне Лебедевой. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые гости! Сегодня мы отмечаем Международный день инвалидов, который провозглашен Объединенной Нацией в 1998 году для того, чтобы обратить внимание общества к нам, к людям с ограниченными возможностями. Сегодня мы приветствуем всех победителей, лауреатов этого замечательного дня и желаем вам крепкого здоровья, счастья, добра и успехов. Спасибо большое, Ирина Васильевна. Ну а мы начинаем торжественную церемонию оглашения победителей представленных номинаций. И первая номинация – это «Лучшая первичная организация». В 31 улусе нашей республики и в городе Якутске работают улусные общественные организации. Они управляют работой своих первичных организаций во всех наслегах своего района. Председателями таких организаций выбираются люди с огромным сердцем, готовые прийти на помощь и создать все условия для роста личности инвалидов. Итак, внимание на экран. Лучшая первичная организация. Төлөйская первичная организация «Чурапчинский улус». Председатель Капрынова Мария Петровна. Она объединила инвалидов своего наследия в общественную организацию «Далага». Всего в ней 22 инвалида, в том числе 2 ребенка-инвалида.
Всю работу организации планирует и проводит актив в составе Макаровой Марьяны Ивановны, Смирникова Виктора Викторовича, Говоровой Анны Степановны. Ведется плановая работа по улучшению условий жизни инвалидов. Мероприятие в 2021 году. Участие в онлайн-конкурсе, проводимом Центром реабилитации Кюх-Ыллы Камгинского улуса, где участвовали 6 членов организации. Участие в онлайн-конкурсе, проводимом в честь 8 марта среди жителей села Төлөй. Участие в республиканском конкурсе творчества. Первое место в республиканском онлайн-конкурсе IR Dance. Участие в беге в честь Дня Победы. Поклонение памяти погибшим в войне. Участие в заочном культурно-спортивном фестивале по бегу и хабылык. Первое место в онлайн-конкурсе Агитбригад. Участие в конкурсе чтецов. Проведение акции в помощь Виктору Викторовичу Смирникову, где собрали и вручили 4600 рублей. Давайте поздравим бурными аплодисментами. Мы приглашаем пройти на нашу праздничную сцену Марию Петровну, председателя той самой первичной, лучшей первичной организации «Чурапчинский улус». Приветствуем! Перед вами победитель в номинации «Лучшая первичная организация Чурапчинский улус». Довольные лица, видите, обратите внимание, Мария Петровна счастлива, держит в руках заслуженную награду. И это здорово. Мы поздравляем вас от всей души. Но мы движемся далее, переходим ко второй номинации, и это «Семья года 2021». Семья – это важная составляющая государства. Так и у нас. В каждой улусной организации есть семьи, которыми гордятся все земляки. Их уклад жизни является ярким примером активности, целеустремленности, верности и любви. С каждым годом становится все труднее определить победителя в данной номинации, потому что гражданская активность инвалидов с каждым годом растет. Расширяется число сфер, где они находят себя и вкладывают свою душу. Давайте обратимся к экранам и узнаем имя победителя в номинации «Семья года 2021». Семья года. Семья Соловьевых. Намский улус. В этом году семья Соловьевых участвовала во всех проводимых мероприятиях села и улуса, занимали призовые места. Работы членов семьи выставлены на 5 выставках. Александра Афанасьевна ведет кружок «Сельситиме», проводит мастер-классы в формате онлайн. С начала года вместе с сельским библиотекарем проводили конкурсы для детей и взрослых инвалидов, дарили им книги, организовали выход инвалидов на природу в Николин день, провели спортивные конкурсы по городкам и попаданию мяча в цель, где приняли участие 5 команд. Отец семейства Михаил Федорович каждый год в феврале проводит конкурс для мужчин «Солдат всегда солдат», который пользуется успехом у мужчин. В 2021 году по инициативе Михаила Федоровича провели соревнования среди ветеранов Намского улуса, посвященное 125-летию со дня рождения Ильи Егоровича Винокурова и столетию Ленинского комсомола Якутской АССР. Давайте поздравим бурными аплодисментами, потому что эти победители у нас присутствуют в нашей студии. Вам аплодисменты! Семья Соловьевых, представители Намского улуса. Для вручения номинации приглашается заместитель министра труда и социального развития Республики Саха-Якутия Афанасий Васильевич Постников. Уважаемые наши общественники, разрешите от имени министерства поблагодарить вас за работу. И, конечно, семья года вручается семье Соловьевых. Вот они, лучшая семья года 2021. Браво! Спасибо большое, Афанасий Васильевич. Еще
Два счастливых, да, человека в нашей студии. Обратите внимание, скромные, да, вышли, получили. Но это не отменяет того, что сегодня для них действительно важный день. Это праздник, наверное, не только для каждого из вас, но и для всей вашей семьи, для всего вашего улуса, для ваших близких и родных. Мы вас от души поздравляем. Движемся далее. Следующая номинация – это «Партнер года». Якутская республиканская организация ведет работу для улучшения жизни инвалидов, их реабилитации, поднятия статуса инвалида во всем ее понимании. И, конечно, эта работа ведется вместе с верными партнерами, людьми с широкой душой и большим сердцем. Итак, давайте узнаем имя победителя в номинации «Партнер года 2021». Партнер года – Куприянова Людмила Еремеевна, индивидуальный предприниматель Амгинский улус. Людмила Еремеевна много хорошего и доброго внесла в деле реабилитации и социализации инвалидов своего улуса. Ежегодно дарит новогодние подарки детям, инвалидам и детям из неблагополучных семей, помогает выезжающим на операцию, обеспечивает спортивной формой команды спортсменов адаптивного спорта. В этом году предоставила детям-инвалидам с семьями отдых в турбазе, возможность заняться ипотерапией. Под ее пристальным вниманием предприниматели улуса активно помогают в проведении намеченных мероприятий. Людмила Еремеевна постоянно интересуется ходом работы улусной организации. От души радуется успехам, поощряет и одобряет новые направления работы. Она, как депутат Улусного собрания, всегда поддерживает инициативы общественной организации инвалидов. За неоценимый вклад в деле реабилитации инвалидов она награждена почетным знаком за вклад в развитие движения инвалидов в Амгинском улусе. Куприянова Людмила Еремеевна – почетный работник торговли Республики Саха-Якутия, почетный меценат Амгинского улуса, почетный гражданин Амгинского наслега, награждена знаком «Гражданская доблесть». Давайте поздравим аплодисментами Людмилу Еремеевну. Действительно заслуженная награда. Вы только посмотрите, сколько добра она творит постоянно. Давайте еще раз аплодируем. Для вручения номинации и приветственного слова приглашается индивидуальный предприниматель, владелец магазинов якутской национальной посуды и сувениров «Камелек» Ольга Григорьевна Григорьева. Ваши аплодисменты. Дорогие, уважаемые наши номинанты, дорогая Людмила Еремеевна, разрешите поздравить от всей души, от имени нас, предпринимателей, от имени всех жителей нашей республики, с тем, что вы неустанно все эти годы помогаете всем тем, которые, несмотря на то, что, несмотря на трудности, они от всей души делают все, чтобы побеждать. Дорогая Людмила Еремеевна, вы с Амгинского улуса, я знаю, какие люди живут в Амге. Являясь председателем, волнуюсь, президентом Федерации настольных национальных игр, знаю, сколько членов вашей федерации улусной, какую работу вы проводите. И несмотря на то, что в пандемийное время, когда всем нам сейчас трудно, тяжело, в онлайне мы провели более 300 игр. И то, что и в спорте, в образовании, в культуре делают люди с инвалидностью, это неоценимо. Разрешите еще раз всех вас поздравить. И, пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность всем членам нашей федерации, всем тем, кого я знаю, за то, что вы всячески поддерживаете. И видя вот эти вот фотографии в течение многих лет, какое добро вы делаете. Спасибо вам большое. Вручаю вам сертификат лауреата в номинации «Партнер года» и вот такой вот кубок. Спасибо огромное всем. Наши поздравления! Людмила Еремеевна Куприянова, партнер года 2021. Действительно, Амгинский улус может по праву гордиться, да, Людмила Еремеевна, потому что
Ваше добро, оно, конечно, неоценимо. Спасибо вам большое. Мы движемся далее. Следующая номинация – это «Лидер года». Любая работа кипит и приносит результат, когда в команде есть хороший и уважаемый лидер. Человек, которому все доверяют, его уважают, прислушиваются к его мнению. Вот такие люди есть и в нашей многочисленной и разновозрастной команде. Давайте же узнаем имя победителя в номинации «Лидер года-2021». Внимание на экран. Николай Иванович – технический работник в Доме народного творчества села Кытанах. Односельчане признают, что Николай Иванович очень добросовестно относится к своей работе, и потому всегда приятно войти в чистое, светлое здание Дома творчества. Помимо основной работы, Николай руководит ансамблем танца «Сыккыс» для людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году он поставил танец «Матрёнины подружки» для участия в республиканском конкурсе, посвященном Дню матери, и его подопечные семья Бабаченко стали лауреатами конкурса. В день танца сам станцевал в паре и заняли первое место. Николай Иванович не только ставит танцы и танцует, но и отлично поет, веселый ведущий мероприятий, играет на хамусе, исполняет чабыргах. Находит время и для занятий в драматическом кружке «Беяджоно», участвует в постановках. Николай Иванович – лучший дизайнер, оформитель, сценарист. Он человек с открытой душой. Дети его любят, старики уважают за доброе сердце и умение радовать любого. Он студент Якутского республиканского техникума-интерната профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов. Достижения Суздалова Николая Ивановича за 2021 год. Диплом первой степени в неделе Олимпиад в техникуме. Первое место в конкурсе чтецов «Үс-Сахатурюгар», проведенном по произведениям Платона Юнского Центром духовности Арчиджете. Третье место в республиканском конкурсе среди исполнителей чабыргах. Первое место в улусном танцевальном конкурсе. Примите наши поздравления. Николай Иванович Суздалов. И этот талантливый человек сегодня также в нашей студии. И эти аплодисменты в вашу честь. Слово предоставляется члену Общественной палаты Республики Саха-Якутии и общественного движения «Лига отцов» Гаврилу Александровичу Чимаханову. Уважаемый Николай, уважаемые номинанты, сегодня очень торжественный момент. Я присоединяюсь ко всем поздравлениям. Для меня очень волнительно сегодня находиться здесь, так как в 2017 году я также получил вот такой вот номинацию как лидер года. Поэтому сегодня, увидев вас, я очень радуюсь, что есть еще такие люди, и в действительности будут происходить еще лучшие вещи, которые действительно могут быть в этой прекрасной жизни. Николай, вы супер человек. Я рад, что сегодня я знакомлюсь с вами. Будьте таким же добрым, жизнерадостным, амбициозным. Я вижу ваши амбиции, и действительно, пускай ваши высоты будут недостигаемые, как и ваша дальнейшая жизнь. Спасибо вам большое. Победитель номинации «Лидер года» Суздалов Николай Иванович. Супер человек! Вот такие счастливые лица принимают поздравления, да, у нас победитель номинации. Здорово. Мы движемся далее. И сегодня в нашей студии присутствуют люди, которые спешат поздравить всех присутствующих и всех телезрителей своими талантливыми выступлениями. Встречаем бурными аплодисментами Сергея Платонова и Айталину Амосову с жестовой песней «Приезжайте в Якутск». Приезжайте
туманной пыли, на полях туймады земли город мой любимый живет. Мой Якутск, ты счастье полет. Приезжайте в Якутск, мир загадочных грез, край алмазный хранит тишина. Здесь туман, как туман, здесь мороз, как мороз, а в душе будет вечна весна. Приезжайте в царство снегов, к вечной тайне ленских столбов. Двери мы откроем в тиши, встретим всех улыбкой души. Приезжайте в Якутск, мир загадочных грез, край алмазный хранит тишина. Здесь туман, как туман, здесь мороз, как мороз, а в душе будет вечна весна. Мой Якутск, ты песня моя, Бархатная трель соловья, где б мы ни бродили в судьбе, прилетим в объятия к тебе. Приезжайте в Якутск, мир загадочных грез, край алмазный хранит тишина. Здесь туман, как туман, здесь мороз, как мороз, а в душе будет вечна весна. Приезжайте в Якутск, мир загадочных грез, край алмазный хранит тишина. Здесь туман, как туман, здесь мороз, как мороз, а в душе будет вечна весна. А в душе будет вечна весна. Ваши аплодисменты. Айталина Амосова и Сергей Платонов. Какой потрясающий номер. Какие талантливые люди. Какая энергетика безумная. Мы хотели бы всем зрителям, конечно, это передать, но я думаю, вы можете это воочию убедиться в этом. Действительно, энергетика потрясающая. В нашей студии сегодня атмосфера праздника, радости. И я надеюсь, что и вам немножечко передается вот тот кусочек сердца каждого из присутствующих в нашей студии. Мы движемся далее. И следующая номинация – это дебют года. С каждым годом количество членов общества растет. И это, конечно, радует. Сейчас к нам приходят активные, целеустремленные люди, которые хотят прожить интересную жизнь, несмотря на все ограничения по здоровью. Ведь для них открыты многие двери, и есть возможность выбрать ту самую дорогу. Главное, нужно верить в себя. Давайте же узнаем имя победителя в номинации «Дебют года». Внимание на экран. Дебют года. Александра Петровна Слепцова, город Якутск. Александра Петровна родом из Абыйского Улуса. В данное время вместе с семьей живет в городе Якутске. Она прекрасная жена, любящая мать двоих детей. Находит время для участия в различных мероприятиях, проводимых городской организацией. Нашла себя в настольном теннисе. Тренируется под чутким руководством инвалида первой группы Валентина Борисова. В этом году впервые участвовала во Всероссийском культурно-спортивном фестивале «Пара Крым-2021» по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и в упорной схватке стала чемпионкой России. Она чемпионка Республики Саха-Якутия по настольным играм, настольному теннису, призер по дартсу. Александра Петровна – активный человек, заряжающий находящихся рядом людей оптимизмом. Давайте поздравим бурными аплодисментами спортсменку, красавицу Александру. Эти поздравления в вашу честь. Браво! Для вручения номинации «Дебют года» приглашается председатель Якутской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов Ирина Васильевна Лебедева.
Я как руководитель очень радуюсь, когда к нашей организации присоединяются активные, молодые, энергичные и успешные люди. Я тебя от всей души и от себя лично, и от нашей организации поздравляю. Желаю крепкого здоровья, чтобы вся твоя жизнь была как сегодняшний праздник. Поздравляю. Встречайте, победитель номинации «Дебют года», чемпион России и Якутии. Вот она, красавица, умница. Ваши аплодисменты. Галантный, видите, человек встречает, провожает. Тот самый, да, лидер года. Мы движемся далее. Следующая номинация звучит следующим образом. За высокие показатели в области искусства. Все знают, что люди с ограниченными возможностями здоровья обладают неограниченными возможностями для творчества и искусства. Ведь для многих из них это единственная возможность проявить себя и сказать «я могу». Среди инвалидов можно найти прекрасных рукодельниц, кузнецов, талантливых художников, столяров, мастеров народного творчества, кулинаров, артистов, певцов, танцоров и киноартистов. Давайте же узнаем имя победителя в номинации «За высокие показатели в области искусства». Внимание на экран. За высокие достижения в области искусства. Лука Николаевич Николаев, Верхневилюйский улус. Лука Николаевич с малых лет наблюдал за работой мамы Марии Поликарповны, когда по вечерам она изготавливала унты, шила разные вещи. Мальчика притягивало создание прекрасного, полезного, и он помогал матери. Его отец Николай Николаевич работал коневодом, был заядлым охотником. Он научил сына охоте, быть стойким и целенаправленным. Передал мудрые навыки своих дедов. Говорил, что у них в роду был знатный кузнец. Лука Николаевич начал заниматься творчеством в 2013 году. Пробовал себя в резьбе из бивня мамонта, делал разные вещи из дерева. Продолжая дело своей матери, изготавливает унты. В 2021 году его работы наконец нашли отклик в сердцах людей, и окрыленный успехами на улусных выставках Лука Николаевич Николаев организовал персональную выставку в городе Якутске. Его своеобразные экзотические работы завораживают зрителей. Лука Николаевич Николаев, представитель Верхневилюйского улуса. Ваши аплодисменты! Вот уже выходит в центр зала, торопится получить свою награду, да, Лука Николаевич, действительно. И слово предоставляется отличнику культуры Республики Саха-Якутия, специалисту Всероссийского общества инвалидов Николаю Николаевичу Прокопьеву. Николая Николаевича сегодня, к сожалению, нет на этом празднике, но есть, да, за него есть его однофамилец, да, Евгений Прокопьев, звезда якутской эстрады. Приветствуем бурными аплодисментами. Спасибо. Дорогой Лука, мне очень приятно, очень волнительно и очень почетно сегодня вручать такую высокую награду. Я тоже представитель искусства, и поэтому для меня это особенно волнительно. Я был в Верхневилюйском районе, и я знаю, что там живут очень талантливые люди. Вот вы один из них, представитель. Вы знаете, друзья, вот эти люди, мы их называем люди с ограниченными возможностями здоровья, но надо добавить, что с неограниченными возможностями в жизни вообще. Так что вот, Лука Николаевич, это вы один из них. Я сердечно вас поздравляю с такой номинацией. И пожелаю продолжать вот это вот творчество свое, продолжать радовать нас, людей, своих односельчан, своих поклонников вашего творчества и развиваться и идти дальше. Давайте подарим аплодисменты, наверное. Евгений, мы еще обязательно должны вручить памятную статуэтку. Вот. Давайте бурные аплодисменты. Лука Николаевич Николаев, победитель номинации за высокие показатели в области искусства. Эти аплодисменты в вашу честь.
Спасибо большое. С Евгением мы не прощаемся, мы еще встретимся. И движемся далее, дорогие друзья. И следующая номинация – это «Признание поколений». Республиканская организация объединяет людей с ограниченными возможностями здоровья всех возрастов. От мала до велика все живут дружно в одной большой семье. Они развиваются, узнают многое, достигают спортивные высоты. В этом деле очень помогают опытные наставники. Они всегда приходят на помощь в привлечении молодых ребят в общество, своим примером показывая, что стать членом общественной организации несложно. Но сделав это, жизнь станет намного интереснее и красочнее. Давайте узнаем победителя в номинации «Признание поколений». Признание поколений. Устинов Петр Евсеевич, Амгинский улус. Петр Евсеевич Устинов – активный член общества с 2012 года. Пользуется заслуженным авторитетом среди инвалидов своего улуса и республики. Сильный духом человек своим стремлением к лучшему и успехам в жизни является живым примером для подражания. Он всегда находит нужное слово и общается со всеми с удовольствием. К нему прислушиваются, его советов ждут. Благодаря его поддержке из маленького села Болугур Амгинского улуса выросли 2 мастера спорта Российской Федерации по волейболу сидя, 1 мастер спорта России по легкой атлетике и 1 кандидат в мастера спорта России по волейболу сидя. Все они называют Петра Евсеевича своим другом и наставником. Петр Евсеевич с 1969 года занимается в знаменитом Болугурском хоре, поет в составе мужского ансамбля «Омоллон», бессменный член бильярдного клуба «Фаворит». Петр Евсеевич Устинов награжден почетными знаками «Гордость Амги», ветеран физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия, за вклад в развитие якутского регионального отделения Всероссийского общества инвалидов и многими наградами. Он считает самой большой радостью в жизни находиться рядом с молодыми и быть в самой гуще событий. Бурными аплодисментами поздравим Петра Евсеевича Устинова, победителя в номинации «Признание поколений». Для торжественного слова мы приглашаем в студию заместителя министра труда и социального развития Республики Саха-Якутия Афанасия Васильевича Постникова. Так, ну, конечно, Петр Евсеевич, Амгинский район – это колыбель спорта нашей республики. И мы помним, как 2 года назад вся общественность наша после игр народов республики там проводили именно соревнования для общества инвалидов. И все здорово получилось. И, конечно же, благодаря таким людям у нас есть общественные движения, у нас есть поддержка. И хочу выразить именно благодарность вам. Петр Евсеевич Устинов, победитель в номинации «Признание поколений 2021». Петр Евсеевич очень скромный, да, но в визитке было сказано, что он любит находиться в гуще событий, особенно среди молодежи. Теперь понятно, да, откуда он черпает свою энергию, потому что, видимо, с молодежью много общается, да. Вот, мы вас поздравляем, примите наши поздравления и желаем вам, конечно же, самое главное – здоровья и дальнейших таких, знаете, творческих побед. Движемся далее. Номинация «Журналист года». За 30 с лишним лет работы Республиканской организации инвалидов достигнуты высокие результаты по социализации инвалидов в гражданское общество. Везде, где есть улусные организации, администрация муниципальных образований, учреждения культуры, спорта, социальной защиты населения, центры занятости, органы опеки, все ведут совместную плановую работу по защите прав инвалидов, по их жизнеобеспечению. Всю эту рутинную работу освещают и доводят до каждого наши общественные корреспонденты. Вот уже несколько лет мы в благодарность за правдивые, конкретные публикации, за освещение достигнутых успехов ежегодно выбираем лучшего журналиста
года. Все с нетерпением ждут имя победителя в номинации «Журналист года». Не будем томить. Внимание на экран. Журналист года Алтана Алексеевна Артемьева. 25 лет проработал учителем якутского языка и литературы в Амгинской средней школе номер 1 имени Владимира Галактионовича Короленко. Руководила творческой группой юных корреспондентов. После выхода на пенсию в 2019 году Алтана Алексеевна работает общественным корреспондентом улусной газеты «Амма Олого». Помимо улусной газеты и сайта, ее работы публикуются в газетах «Саха-Сирия», «Кым», а также в журнале «Уе». Алтана Алексеевна с первых дней своей работы корреспондентом держит постоянную связь с улусной организацией инвалидов. С ее помощью все проводимые мероприятия своевременно освещаются в средствах массовой информации. Так, в 2021 году у Артемьевой Алтаны Алексеевны опубликовано много статей с наслегов улуса о жизни и о достижениях инвалидов. Со страниц газеты земляки узнают об успехах инвалидов, радуются за них и предлагают свою помощь в разных жизненных ситуациях. Давайте поздравим Алтану Алексеевну с этой достойной наградой. Сегодня она также находится в нашей студии. Ну а для вручения номинации приглашается начальник отдела по работе с редакциями Государственного автономного учреждения Республики Саха-Якутия «Саха-Печать» Александр Иванович Веревкин. Просим. Хотя я не первый раз на такое мероприятие, но каждый раз испытываю волнение, трепет. Я представляю государственное автономное учреждение «Саха-Печать», как было сказано, в состав которого входит Республиканская газета по проблемам социальной защиты «Забота Арчи». Номинанты предыдущих лет активно сотрудничали с этой газетой. Надеюсь, эта традиция будет продолжаться. Ну и также надеюсь, что наше плодотворное сотрудничество с якутским отделением Республиканского общества инвалидов, Всероссийского общества инвалидов только будет крепнуть. Мне вдвойне приятно. Я только что узнал, что победителем в этой номинации стала моя давняя знакомая, однокурсница Алтана Артемьева. Да вы что, я еще очень рад. Так, и так. Спасибо большое, Александр Иванович. Не сдержался, да? Не сдержался. Примите наши поздравления, Алтана Алексеевна. Давайте еще раз поздравим. Ваши аплодисменты. Не присаживайтесь, пожалуйста, Алтана Алексеевна. Мы бы хотели, чтобы сегодня вы высказали вот слово благодарности от всех номинантов, от всех победителей. И, конечно же, поздравили всех с вашим праздником. Өтө күнүнөн бүгүнгү өрүлак түгөн кыттылактыра, сакабыт серин алактактыра, эгене баргытын бу бүгүнгү долгутулак күннөн өссө төгүл истигник эгерделибит. Доробияны качыктак жоннорго бу үлелихиджер инвалидтер обществолара, өрсылларга олус элбек үлени ыгдан келле, оттон бу олокпо жолурдак жон бу үлелен камсан, аян тутан, жарыктанан, үрдүктен үрдүк сетихилерге тикселдерди. Онан болла кендер сетихилерден биһиге олус үйөрөбүт, долгуябыт, согобүт. Аны туран бу биһиги багары этибит. Бу биһиги сударствобыт, биһиги обществобыт. Бу мандык жоңго өссө улакандык, өссө улакан көмөнүн ороругар, амарак саналлак терилтелер, түмсүйлер, бидилен жондор өссө каңан истенер дейбит. Уанна бука бары бай, тот, туйгун даробиялак, күстак саналак болум. Спасибо большое. Примите наши поздравления, Алтана Алексеевна. Тем более, так как мы коллеги, отдельная вам благодарность за вашу нелегкую работу. Спасибо всем. На этом
этом время нашего торжественного мероприятия подходит к концу. Мы бы хотели поздравить всех победителей номинаций, которые присутствуют сегодня в нашей студии. Действительно, они приехали из отдаленных улусов для того, чтобы получить свою награду. Ведь для них очень важно получить ту самую оценку их нелегкой работы. Спасибо вам всем за ваш труд. Ну и, конечно же, мы желаем вам, самое главное, побольше радостных и ярких моментов в жизни. Мы желаем вам здоровья. И, конечно, мы всегда хотели бы, чтобы именно такие люди славили нашу республику. Спасибо вам еще раз. Ну а вас спешит поздравить вновь один из самых ярких представителей якутской эстрады, любимчик публики, да? Евгений Прокопьев с премьерой песни «Лунная ночь». Ваши аплодисменты.